Шутинг, кибербуллинг или во всем виноват интернет? Безопасность школьников стала главной темой Республиканского родительского собрания, которое накануне прошло в региональном доме дружбы народов. К участию пригласили родительские комитеты, специалистов сферы образования, представителей полиции, а также общественников региона. Чего больше всего стоит остерегаться школьникам, узнал Павел Королев. Говоря, если там языком человека верующего, то это просто какие-то, вот знаете, бесовские козни, которые уничтожают время, отбирают у ребенка время на развитие. Бесовские козни – это про гаджеты и интернет. На Республиканском родительском собрании звучит мнение, что именно они в ответе за то, какими стали современные подростки. Но действительно ли это так? Так, по словам участников, интернет уже давно стал неотъемлемой частью жизни каждого школьника. Но всегда ли он находится там в безопасности? Помимо вирусов и мошенников, а также тлетворного влияния опасных сайтов, дети могут столкнуться там с травлей или кибербуллингом. Причем это не просто оскорбление, а планомерная и массированная атака на жертву. Сотни сообщений с ругательствами, проклятиями и даже пожеланиями смерти. И с этой проблемой ребенок ни в коем случае не должен оставаться наедине. Участники родсобрания убеждены, дети должны рассказывать о таких фактах своим родителям и учителям. Мы все больше и больше наблюдаем, как бесконтрольно наши дети находятся в интернете, в соцсетях, как легко, на их взгляд, и как просто, и как здорово они заводят новые контакты, новые общения. Но мы видим, чем иногда это заканчивается. И вот, наверное, я бы на первый план поставила сейчас работу по информационной безопасности наших детей. И, конечно же, духовно-нравственное просвещение. Но не каждый подросток будет делиться своими проблемами с родителями или педагогами. Тем более, когда они связаны с травлей в школе или в сети. И здесь нет простых решений. Однако сильнее обидных слов в классе или в интернете ранят лишь настоящие пули. Так, в последнее время в России участились так называемые шутинги или вооруженные нападения на учебные заведения. Из последних эпизодов – стрельба в Пермском университете, в результате которой погибло 6 человек. Тогда стрелка не остановили ни охранник, ни турникет. Первого он ранил, а второй просто перешагнул. И дело тут не только в безопасности школ. Так в региональном МВД отмечают, такие трагедии можно было избежать, если бы и родители, и школьные психологи были внимательнее к детским проблемам. Уважаемые родители, если вы видите у своего ребенка первые признаки деструктивного поведения, необходимо привлечь к работе педагога-психолога для проведения диагностических и коррекционных мероприятий, после чего по решению администрации образовательной организации проинформировать сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. И в заключении мы все, и полиция, и педагоги, заинтересованы, чтобы наши дети выросли полноценными личностями. Во многом безопасность детства зависит от родителей. Родители и рады бы обратиться к психологам, но сегодня специалисты есть не в каждой школе, а там, где есть, зачастую выполняют эту функцию номинально. Как правило, это лишь часть нагрузки, которую педагог делит с проведением уроков, да и родители не всегда могут заметить, что с его чадом что-то не так. Поэтому вопрос остается открытым и дает лишь пищу для размышления. Но помимо пищи для ума, участники родсобрания поднимают вопрос и о хлебе насущном. У нас по стране наибольшее количество в рамках мониторинга питания было, конечно, обращено внимание на то, что питание холодное зачастую, хотя и дети должны обеспечиваться горячим питанием. 49% обращений было связано как раз с холодной подачей продуктов. И также были моменты другие, но они не такие существенные. А еще вопросы профилактики употребления алкоголя, табака, наркотиков и суицидального поведения. Однако, как уберечь от всего этого наших детей, простого ответа на собрании не звучит. Его нет. Как отмечают спикеры, важна комплексная работа школы и семьи. И, конечно, большая роль отводится опять же родителям. Мало вкладывать в ребенка деньги. Куда важнее уделять ему время и внимание. Павел Королев, Олег Жуковский, телеканал Юрган.